Можем ли мы, если вот парламентское слушание, все абхазское общество выступит против, вот какие у нас права по приостановлению действий подписанных соглашений? Вообще, чем мы занимаемся? Есть у нас право, мы хотим это право реализовать, или нет этого права, мы дали вам, правительство от имени народа подписало соглашение на 45 лет, действует это подписанное соглашение. Если мы, как мы можем обосновать, при каких условиях мы можем приостановить действие подписанных соглашений, и что тогда абхазская сторона несет? Это первый мой вопрос. Вот я хочу услышать, мы сейчас не говорим о выполнении, невыполнении, мы говорим, мы не хотим. Правильно было сказано о том, что мы, так заведено в абхазском обществе, мы начинаем обсуждать подписанные, принятые законы, договора. До принятия они молчат, это власть, исполнительная власть виновата, они не обсуждали с обществом планируемые соглашения. Когда они подписали, мы 4 года обсуждали, потом вроде бы все поняли, вы продлили условия лицензии в 2015 и 2018, скрыли информацию, не дали обществу, не разъяснили, не объяснили, почему вы продлили, не запросили информацию, кто является учредителем вот этой организации ООО. Вы сейчас нам сказали, что у вас тоже есть вопросы. Если мы не знаем, кто является учредителем, у абхазского общества очень много слухов, что за этим стоит 1, 2, 3, 4, 5 бывшие чиновники. Ну дайте запрос, парламент, дайте запрос в эти организации, в российские юридические организации. Получите, снимите эти слухи. Мы понимаем, что за полгода до выборов люди хотят использовать для политической борьбы. Но вы тоже не снимаете вопрос, вы усугубляете, потому что вы продлили 2 лицензии и скрыли эту информацию. Мы это узнали из грузинских источников и задали в декабре на пресс-конференции президенту. Вот и все. Мы не получили вопросы на эти ответы. Следующий вопрос. Роман Саидович, выполняют ли эти организации, особенно у АПСНОЭЛ, условия по изучению экологической ситуации, о чем вы говорили? Я, насколько знаю, там прописано о том, что они должны изучить экологические составляющие всех этих скважин, законсервировать. Вот выполняют ли они эти условия? Если они это выполняют, и мы им продлили, есть логика. Если они этим не занимались, мы продлили, я хочу спросить тогда у правительства, почему они продлили. Мы не занимаемся расследованием, у нас нет таких полномочий и функций. У нас есть компания, знаете, выяснять, кто там учредитель, делать запросы и так далее, расследовать какие-то коррупции, это не наш вопрос. Есть другие структуры на это. Почему вы у них не спрашиваете? Еще раз говорю. Давайте не перебивать. Вопрос о продлении принимает не Министерство экономики. Вопрос этот принимает высшее руководство страны. Все. Вы же это прекрасно знаете. Почему вы меня об этом спрашиваете? Нет, я хочу, чтобы сейчас парламент запросил, правительство, вы запросите, это вопрос общества. Вокруг этого все. Это вопрос национальной безопасности. В случае, если абхазская сторона расторгнет, не имея на то оснований, прописанных в договоре и законодательстве, мы будем, по всей видимости, втянуты в судебные разбирательства. И по мировой практике такие, мы будем вынуждены компенсировать затраты, вынуждены будем компенсировать упущенную выгоду. Это первое. Соответственно, если у нас будет цель расторгнуть договор без каких-то последствий для нас, то это, если бы у нас была такая цель, то это можно было сделать, допустим, в 2018-2019 году, потому что сроки геолого-разведочных работ прошли, обладатель лицензии эти сроки не выдержал, мы могли на этом основании расторгнуть договор, и никаких последствий бы не было.